Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. В республике завершилась Международная олимпиада школьников Туймада. В течение нескольких дней со школьниками работали ведущие ученые, педагоги и эксперты из разных регионов России и зарубежья. Участники одновременно демонстрировали свои таланты и не забывали учиться. О проверке знаний мы сегодня поговорим с гостем студии Василием Павловым, ректором Малой академии наук. Василий Климович, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте поговорим, наверное, прежде всего об истоках Олимпиады. Когда все это началось и когда Олимпиада получила широкое признание? Олимпиада началась у нас в 1994 году. Как раз она была создана или открыта по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, которая зародилась очень интересная идея. У него возникла, так сказать, совместить 4 разных вида Олимпиад по 4 направлениям, и сделать такую комбинированную Олимпиаду. Это Олимпиада по математике, физике, химии и информатики. Это такой удивительный, формат, потому что так обычно Олимпиада не делается, но получилось это очень интересно, потому что это такой первый в мире опыт по совмещению 4 разных направлений. Обычно Олимпиада делается, только по одним направлениям, а тут мы совместили несколько. Это интересно, потому что ребятам было очень интересно увидеть, услышать, поговорить с друг другом, с теми, которые интересуются по разным направлениям, так сказать, научной деятельности. И в этом году у нас 31 раз мы провели данное мероприятие. Оно международное, очень стало престижным. Напомню, что, например, победители нашей Олимпиады в разных странах, допустим, в Индонезии. Если вы победили Олимпиаде Туймада, то оно входит в перечень Министерства образования, Индонезии. Это наша Олимпиада международная. И победители получают возможность бесплатно учиться за счет средств, правительства Индонезии в 100 лучших университетах мира. И поэтому сейчас бывшие участники Олимпиады Туймада из Индонезии, которые у нас побеждали, они сейчас учатся в Гарварде, Кембридже, Оксфорде и даже MIT, Стэнфорде. Поэтому можно этим даже гордиться, что наши выпускники нашей Олимпиады поступили в лучшие университеты мира. Такая же история в отношении участников из Казахстана. В Казахстане наша Олимпиада очень ценится, и также ребята, которые у нас стали победителями, они фактически получают возможность получать стипендию правительственную для обучения в лучших университетах мира. Получается, очень сильная площадка. Да, это очень сильная площадка. Я напомню, что обучение в зарубежных вузах такого ранга, это 100 тысяч долларов в год, допустим, это огромные средства, которые может вложиться, государство, считая, что уровень Олимпиады Туймада настолько высокий, что соответствует, возможностям того, чтобы данные дети с таким потенциалом могли поступать в лучшие университеты мира. Перспективы, заработанные собственным умом. Да, совершенно верно. И у нас получается, как я уже сказал, 4 направления: информатика, физика, химия, математика. Что самое интересное, каждый раз у нас получается самые интересные такие задачи. И задачи создаются особой группой людей. Это такое своеобразное сообщество, их называем композиторами, или создателями этих задач. Композиторы — это люди, которые занимаются этим практически профессионально. И что самое замечательное, наши выпускники уже Олимпиады, они стали сами придумывать задачи Олимпиад и помогать нам. Получается, наше сообщество растет, сообщество людей, которые занимаются созданием олимпиадных вопросов, задач, тоже увеличивается. Например, в прошлый раз у нас был абсолютный победитель, Крылуков наш, он, что сделал Максим Крылуков? Он сейчас сам придумал очень сложную задачу по информатике. Он перешел из категории участников в категорию создателей олимпиадных задач. О задачах и композиторах, если их можно так называть, сейчас продолжим говорить. Напомним нашим зрителям, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39 или же по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Композиторы звучит очень замечательно. А все-таки люди придумывают, но технологии тоже не стоят на месте. Нейросети случайно не придумывали задачи для детей? Это сложно, нейросетям придумывать это, и
но я допускаю, что это все придет, да, очень быстро, и, например, по информатике почему бы и нет, да, так сказать, это, видимо, очень близкая такая, значит, перспектива, но задачи у нас уникальные в том плане, что они всегда очень парадоксальные, да, так сказать, поэтому, например, если сравнить с задачами международной олимпиады по тем же категориям, у нас, значит, олимпиадные вопросы, они обладают уникальностью в плане того, что всегда композиторы пытаются сделать что-то необычное. Да? И они в этом плане немножко отходят от канонов международных олимпиадных задач. И таким образом это еще более обостряет, усиливает как раз интерес к данным задачам. И поэтому наши публикации по старым, значит, предыдущим задачам, их решениям вызывают большой интерес. И мировые университеты, очень много вот, хороших школ покупают эти наши сборники, да, так сказать, очень всегда спрашивают про это, потому что они вызывают действительно интерес. И на этих наших учебниках, наших изданиях учатся дети из всех известных школ мира. Я вот тут, кстати, могу, наверное, провести аналогию с «Что, где, когда», потому что были те знатоки, которые потом переходили тоже в ранг тех, кто составляли вопросы. Да, совершенно верно. А вот если говорить о других школах, потому что, ну, Олимпиада Туймаада – это прям высший дивизион. Да. Есть же физико-математическое направление Джугур, которое есть во многих районах республики. Вот дети оттуда потом приходили в Туймааду? Ну, естественно, потому что Джугур — это такое движение, которое, значит, давно было создано. Иван Иванович Шамаев, да, кстати, один из организаторов, как раз Галина Александровна Семенова, которая у нас работает, да, так сказать, проректором Малой академии наук, тоже вот стояла у истоков создания Джугур. А Джугур как раз отбирает детей, и в основном они попадают в республиканский лицей-интернат. И поэтому республиканский лицей-интернат у нас примерная такая премьер-школа, да, премьер-лига школ нашей республики, которая поставляет нам участников Олимпиады. И в этом году как раз я могу сообщить, у нас сегодня было закрытие официальное, которое мы сделали онлайн, и стали известны имена победителей Олимпиады. Что самое замечательное, да, так сказать, двое наших школьников попали в число победителей, которые получили первое место. Давайте немножечко интригу поддержим. Хочется спросить о странах-участницах. Да. Ну, у нас в этом году, как всегда, значит, это страна-основатель, да, нашей Олимпиады, Румыния. Были участники из Румынии, из двух замечательных школ. Это называется Национальный теоретический лицей, доктор Марару. Она, значит, постоянно с нами, профессор Марару постоянно с нами работает. И ее команда принимала участие онлайн. Потом, значит, Казахстан. Казахстан — это фантастическая страна в плане, значит, образования, в плане того, что создаются все новые интересные школы, и школы так называемые Назарбаев интеллектуальные школы, это целая сеть школ, потом Билим инновация школы, да, которая существует, это абсолютно интересная и уникальная сеть школ, там все преподается абсолютно в таком международном стиле, да, так сказать, и дети очень сильные. Потом, получается, у нас в этом году приняли всегда участие индонезийцы, потому что в Индонезии мы очень популярна, наша Олимпиада, это знаменитая школа симметрии, это такая большая государственная школа, которая очень математическим большим уклоном. И также Бардая колледж, это наш друг профессор Бардая, создал свою знаменитую школу, которая, значит, ну, как говорится, там выпускники очень часто и активно, значит, поступают в самые лучшие университеты мира. И также участники всяких международных олимпиад по математике и физике. И у нас еще в этом году Монголия принимала участие, две известные школы из Монголии, из Улан-Батора. Параллельно с Туймаадой шла еще и конференция. Да, параллельно с Туймаадой у нас шла конференция, которую мы называем Якутия Science Fair. Это такая уникальная площадка, значит, международный конкурс научных исследовательских проектов школьников. В этом году принимали участие 150 у нас проектов. Да, так сказать, и свыше 200 детей из различных стран. Например, там много было у нас индонезийских групп, команд, Иран принимал участие, Италия, да, потом Индия, очень хорошие такие передачи у нас были, значит, участники. Ну и, соответственно, у нас еще уникальная страна — это Палестина, да, так сказать, Сальвадор и Южная Африка.
Да, то есть у нас вот география очень на разные континенты разошлась. Да, так Да, сказать. очень обширно. Да. Давайте теперь о победителях. Да, я хочу вот как раз сказать, что в этом году у нас как раз очень богатая история получилась, да, с победителем, потому что у нас за долгие годы очень хорошие, значит, победители появились наши собственные, да, так сказать. Вот, например, Артем Семенов по информатике, это школьник из РЛИ, который стал у нас победителем по, значит, Олимпиаде по информатике как раз, да, так сказать. Потом идет у нас два школьника из Казахстана, Исатай Маджи и Мансур Мамадахунов из Билим Инновация, школа такая знаменитая, и Егор Кольченков из Уральского СУНСа, Уральского федерального университета, это Екатеринбург. Абсолютным победителем стал тоже казахстанец Асхар Ахиджанов. Он представляет собой Ниш, это Назарбаев интеллектуальная школа из города Семей, это бывший Семипалатинск. Потом, значит, по химии, по младшей лиге победителем стала Айзере Чингисханова из Казахстана. Дарын, это такой центр для одаренных детей, Дарын представляет. Значит, в старшей лиге победителями стали Кирилл Ким, тоже Казахстан, и Константин Гунько из СУНСа МГУ. Это знаменитая школа Холмогорова. Да, так сказать, как раз вот этот, он также получил у нас специальную премию по, значит, за победу в теоретическом туре. Значит, по физике младшей группе победителем стал Глеб Зубок из Уральского СУНСа, да, то есть, получается, Уральский федеральный университет, специализированный учебно-научный центр, это СУНС, лицей при университете. Вадим Щукин, наш как раз тоже участник, он стал победителем старшей лиги по физике, представитель РЛИ, да, нашего республиканского лицея-интерната. По математике, значит, тут показали очень серьезную такую подготовку, супер замечательные наши участники из лицея Петра Капицы, который находится в городе Долгопрудном. Этот лицей самый знаменитый, потому что он связан с физтех-институтом, да, так сказать, Московский физико-технический институт, который в свое время открыл Петр Капица в городе Долгопрудном. Это российская MIT, надо сказать, да, так сказать. Это самая знаменитая школа, самый знаменитый университет, который есть в нашей стране. Это такой бутиковый, не так много там народу учится, но туда поступают самые лучшие и гениальные дети нашей страны, да, так сказать. В основном там очень много мальчиков учатся, да, так сказать. Это, собственно говоря, город-университет Долгопрудный практически. И это Дмитрий Годунов и Артем Шикера. Да, кстати, они стали победителем младшей лиги и старшей лиги по математике. И также Алтынбек Расыл, это тоже, значит, представитель Казахстана, Билим Инновация, школа, опять же, да, так сказать, в младшей лиге. Ну вот победители по 4 направлениям у нас. По математике, физике, химии и информатике. В этом году мы, значит, у нас 2 стали победителями из якутских команд. А как определяется победитель? Ребята решают одинаковые задачи и Да. потом показывают способ решения перед оппонентом? Получается следующая вещь, да, кстати, у нас разделено на 2 этапа. Да. Первый называется теоретический, он длится 5 часов, 4 задачи. Вот. И потом после теоретического идет экспериментальный. Да, это другой день, через день получается, тоже 5 часов. Тоже вот такие же задачки, но очень сложные в экспериментальном плане, да, так сказать. И после этого всего, значит, у нас идет как раз оценка, анализ вот этих всех работ, да, так сказать. Потом идет большой процесс, который называется апелляцией. Да, то есть вот кто-то не согласен с оценками, да, так сказать, говорит, вот по-другому можно посмотреть. Тогда эти задачи снова вытаскиваются, решения анализируются. Да, бывает так, что добавляет там баллы, бывает убавляет баллы. Вот в таком плане идет работа. Но я очень благодарен нашим экспертам. Как всегда, у нас невероятно сильная команда экспертов. Это так называемые ревьюеры, да, так сказать, люди, которые у нас представляют собой жюри. Александр Сергеевич Голованов, знаменитейший математик, который из Санкт-Петербургского лицея физического, который, значит, является таким президентским лицеем. Да. Это очень знаменитая школа, откуда, значит, он также является у нас главным по, значит,
тренером национальной сборной, да, так сказать, по математике. Вот он как раз и был лично, значит, экспертом, который исследовал все эти вопросы. Потом Константин Петрович Кохась из Санкт-Петербургского университета, он каждый год к нам приезжает, да, так сказать, тоже очень известный эксперт по олимпиадным вопросам. Ну и по физике у нас Анатолий Иванович Власов. Ему уже много лет, с нами он связан, да, так сказать, и каждый год он приезжает. Поэтому у нас такая отличная, очень супер сильная группа экспертов по направлениям. Ну и у нас выросла большая плеяда докторов наук, кандидатов наук наших якутских, да, которые принимают активное участие. Все говорят исключительно на хорошем английском. Это очень приятно, потому что ну, наших докторов и кандидатов наук много, да, кстати, все они супер такие подготовленные. Как раз для Олимпиады они, получается, нам огромное подспорье, потому что каждым годом у нас все лучше и лучше в плане нашего жюри, да, так сказать. Каждый раз очень много интересных таких новых лиц мы видим. Перспективы перед ребятами открываются многочисленные. А вот, например, победители, которых вы перечислили, имеют ли право принимать участие в Олимпиаде в следующем году? Ведь задачи будут меняться. Да, естественно, это все зависит от того, как вот, значит, школы их, да, так сказать, отправят детей, не отправят, да, так сказать, как они примут участие. Действительно, бывает так, что несколько раз, да, принимают дети участие, да, так сказать, вот я знаю, там румынские команды уже были несколько раз такие, да, так сказать, казахстанские тоже. Но что самое замечательное, да, так сказать, вот победить в этой Олимпиаде, это тоже, как я уже сказал, дает огромные возможности, да, для дальнейшего развития, да, так сказать, этих наших участников. Они поступают в лучшие университеты. Ну и на самом-то деле Олимпиада — это такое движение, в котором каждый участник — это член большой семьи. И получается, это такое сообщество, которое на всю жизнь связывает людей. Они запоминают все эти задачи, друг с другом общаются, обмениваются, да, как раз анализируют новые задачи. То есть это такая уникальная, очень радостная группа людей, которая живет, значит, такой интересной жизнью, если честно, на очень таком высоком творческом апексе, да, скажем так, своего потенциала умственного, интеллектуального. И, соответственно, значит, ну, пожелаем им, как говорится, всего наилучшего, чтобы это все развивалось. На самом-то деле Олимпиада, она не исходит от того, что мы желаем, да, она сама уже живет своей жизнью, да, развивается и может даже стать таким, ну, это очень долгоиграющая тема на самом-то деле, да, и она может еще дольше и дольше дальше развиваться. Вот тут хочу спросить про коллектив. Наверное, все-таки не каждый сам за себя. Есть такие задания, которые надо решать сообща? Вот на самом-то деле, да, так сказать, как раз олимпиадная тема, она тема уникальна, что мы тут апеллируем на индивидуальные, да, способности каждого участника. Но наука, как мы знаем, да, она сделано так, что нужно коллаборативные действия, нужно совместные усилия для того, чтобы решить большие задачи и прочее. Поэтому вот как раз задача или цель, миссия таких олимпиад — это собрать детей, чтобы они могли в свободное время познакомиться с друг другом, пообщаться, подумать о задачах и прочее. Ну и попутно к этому, да, так сказать, мы проводим нашу Science Fair, где на самом-то деле происходят коллаборативные действия, да, где настоящая наука и проходит, да, так сказать, потому что задачи — это одно дело, да, так сказать, а наука — это долгосрочные всегда цели, планы и прочие эксперименты. И тут они общаются с друг другом, получается очень интересное такое взаимодействие олимпиадников и наших, значит, участников конференции, которые с настоящими практическими проектами занимаются. Наша цель была такая конвергенция вот разных двух направлений, да, олимпиадного и проектного. И поэтому мы, например, каждые 4 года проводим международные интеллектуальные игры. Да? По-английски это будет International Science Games. Проводим, это будет еще в 2026 году. В 2022 году мы провели, в 2026 году мы, надеюсь, проведем еще вот такие игры. Да? Так сказать, это очень важно собрать вместе детей, интересующихся олимпиадной деятельностью и интересующихся проектной деятельностью. Потому что на самом-то деле это два разных направления, но есть перекрестки. Да? Так сказать, есть такие места,
места, где вот они совмещаются. Да? Вот, например, у нас был очень сильный ребенок Артем Васильев, победитель многократный по Всероса, да, Всероссийской олимпиады по физике, он же участник олимпиады Туймада. Вот он как раз и решил заняться тоже экспериментальными проектами, и он у себя дома, например, под кроватью держал большой мионный телескоп, да, и его ночью, днем и ночью наблюдал за, как вот очень такие частицы космические проходят через его дом, да, через его вот эти аппараты мионные, да, так сказать, рецепторы, и он все это записывал там в своем компьютере, да, так сказать, у него была такая интересная работа. Сейчас он учится в знаменитом университете КАИСТ, это город Тэджон, Республика Корея, Южная Корея. Ну и заканчивает в этом году у него там уже конец вот как бы такой бакалаврской карьеры. Я думаю, что он еще продолжит по магистратуре. Там он вообще нашел себя, так сказать, да, и занимается очень интересными проектами, связанными с строительными, ну, в строительном факультете он учится, да, потому что он обнаружил настолько много интересного, что можно сделать в качестве инженера, в качестве человека, который обладает еще и знаниями в области физики. Ой, как звучит приятно, да. и приятно осознавать, что это дети же из нашей республики. Ну вот о том, что ребята заводят дружбу, мы выяснили, а есть какие-то культурные мероприятия, которые для них организуются? Да, культурные мероприятия мы постоянно проводим, это различные игры, да, так сказать, мы пытаемся обучить детям якутские игры, да, так сказать, потому что наш народ же, он такой уникальный, да, так сказать, он такой любитель создавать разные спортивные, значит, игры, да, а это дорогого стоит, да, так сказать, не в всех там странах или народах такое есть, да, так сказать, но вот у якутов это есть такая очень сильная черта, да, так сказать, создавать спортивные соревнования. И мы придумываем разные там версии, да, так сказать, например, масс-рестлинг, да, это одна тема, но и якутские прыжки, да, так сказать, то есть и атлетические и прочее. Ну и разные настольные игры, которые мы знаем, да, так сказать, это тоже даем мы нашим участникам, чтобы они могли, как говорится, использовать все возможности своего тела, да, так сказать, имеется в виду и физическую часть, да, так сказать, и какие-то атлетические моменты, да, потому что одно дело, значит, быть еще интеллектуально, но также и физически развитым, да, что это очень важно для гармонического развития, да, человека. Ну и, соответственно, это преобразует и во многом помогает человеку осознавать себя и дальше развиваться, потому что действительно мы являемся функционально, да, так сказать, такими организмами, которые все время должны через себя проводить массу таких энергетических волн, которые позволяют нам не только содержать в порядке нашу мозговую активность, да, но и физически развиваться, помогая при этом, да, так сказать, вот этой активности выплескивать в очень интересных таких креативных моментах. И потом мы что делаем, да, так сказать, рассказываем о культуре нашего народа, да, так сказать, также о том истории, да, истории нашего края. Наши дети посещают, участники, различные наши музеи в городе Якутске, также уникальные природные, да, значит, места интереса, например, Булуз, да, так сказать, и даже наша вся долина Кенкеме, она просто уникальна, да, посмотреть ее. Дети, некоторые участники у нас уже посетили там Ленские столбы в это время успели, да, так сказать. То есть такие интересные мы в плане, значит, экскурсии организуем. Здорово. Ну, я подумала, кстати, о том, когда вы начали говорить про настольные игры. Хабылык же очень хорошо развивает мелкую моторику, а мелкая моторика, как мы знаем с детства, очень влияет на развитие интеллектуальных способностей. Да, это dexterity называется, да, так сказать, гибкость и прочее, это все очень необходимо. Ну, спорт вообще очень необходим, потому что мозговая деятельность требует большого количества кислорода, притока крови, да, так сказать, это все производится буквально физическими усилиями. Поэтому многие знаменитые ученые, на самом-то деле и хорошие спортсмены. Об этом я всегда говорю, да, так сказать, ну, профессор Иван Павлов был знаменитым атлетом, да, так сказать, который наш Нобелевский лауреат. И многие Нобелевские лауреаты тоже в этом плане очень известны, как очень атлетичные и спортивные люди.
А если говорим о творческом начале, например, игра на гитаре или фортепиано? Да, это абсолютно, да. Дело в том, что вот самое замечательное, да, так сказать, у нас много было в истории Туймады участников, особенно иностранных, например, из Сингапура, из Китая, из других стран, да, так сказать. И все они показали удивительные такие способности, например, играли на очень таких классических музыкальных инструментах. И как мне вот специалисты говорили, да, что их уровень игры был абсолютно на уровне вот игры ребят очень высокого уровня. Да? Так сказать, например, те же наши высшая школа музыки и прочие преподаватели были удивлены, как красиво и умело могут играть вообще замечательно на музыкальный инструмент, на тоже фортепиано и прочее, да, так сказать, на скрипке, на том же, значит, электронной гитаре электрической, да, так сказать, наши участники. Потому что все это помогает действительно. И что удивительно, да, так сказать, я вам скажу, что и это всегда подтверждается, да, что победители международных олимпиад — это люди с невероятно высокими способностями в различных областях, да, так сказать, не только вот в области там олимпиадной активности, да, которая у них есть, но также они знают и литературу, и историю, да, так сказать, и сами очень музыкальны, да, фактически у них эрудиция и широта интересов огромная. И это им помогает, наоборот, да, так сказать, есть такой феномен латеральное мышление, да, то есть вот эти ребята могут вытаскивать абсолютно интересные ответы совершенно из разных, казалось бы, и не связанных моментов, да, так сказать, из своей памяти и прочее, и давать интересные ответы тому, что вот у них в данном там и олимпиадной задаче есть. Да, то есть буквально ребенок сидит и... Да. А мы где-то это проходили, где-то я с этим встречался. Ну, абсолютно. Это же феномен нашей вот как раз и памяти, и мозговой деятельности, да, потому что она начинает работать именно не в одном таком направлении, да, она полностью работает совершенно в различных направлениях, и это помогает и усиливает работу нашего мозга, да, так сказать. И то, что человек знает огромное количество всего, например, тот же Александр Сергеевич Голованов, это невероятно эрудированный человек в области истории, он понимает и знает все, он знает так много о Якутии, да, наших этнографических, антропологических моментов, и кроме всего прочего, таким был, когда он был школьником, и также он знаменитый там олимпиадник, да, так сказать. И вот многие олимпиадники как раз показывают свое вот величие как раз в том, что они вообще являются невероятными специалистами совершенно в разных областях, да, так сказать, и знают очень много всего. Но здесь мы не говорим об уровне интеллекта, как, например, тест IQ это показывает. А как, по каким показателям можно измерить? Может быть, кто-то больше логик, кто-то физик, есть вот лирик такой, и да, так действительно, далее. вот все время, да, так сказать, сейчас в мире используют так называемые тесты Векслера, да, так сказать. Ну, это сейчас, например, 5-й, да, тест в мире есть, да, так сказать, то он, значит, отражает одну вещь, самую главную, да, что на самом-то деле IQ, оно связано с такими возможностями, retention называется, да, так сказать, долгосрочная и долговременная память, да, краткосрочная память. То есть фактически это все отражается работой и способность мозга захватывать детали, запоминать их, да, определенный порядок и в этом порядке, да, так сказать, хаосе находить порядок и прочее. То есть фактически наш мозг работает очень ассоциативном порядке, да, так сказать, и кроме всего прочего, как мы набиваем руку, да, так сказать, получается, мы решаем задачи, но одновременно мы захватываем разные элементы этих задач совершенно в различных, казалось бы, не связанных феноменах природы. На самом-то деле то, что нас окружает, оно не может, например, делиться на химию, на физику и прочее, потому что мир не знает этого. Если честно, окружающий мир, природа не знает этого. Мы просто разделили такие природные феномены на физику, химию и прочее в силу слабости нашего понимания, да, так сказать. Это мы, люди, сами, да, определили их. На самом-то деле мир движется совершенно по природным законам, которые говорят о том, что это все смешано. На самом-то деле люди, которые воспринимают явление как общий феномен с разными точками зрения, то они и становятся как раз победителями и выдающимися людьми не только в области науки, но и олимпиадного движения.
А здесь применима вот знаменитая фраза из романа «Природа не храм, а мастерская и человек в ней работник» или все-таки нет? Естественно, природа, да, так сказать, это то, что мы сами вокруг воспринимаем, да, так сказать, и мы можем создавать удивительные образы всего, и в этом помогает наша окружающая среда, да, так сказать, и действительно мы можем воспринимать его, благодаря нашей работе он становится храмом, если честно, да, так сказать, храмом нашего восприятия, нашего понимания того, что есть. Потому что храмы создают люди. Ну да, не без этого. А про тесты Векслера взрослые тоже их могут пройти Спокойно, ради да, своего спокойно, интереса? спокойно. Потому что на самом-то деле вот IQ это такая несколько, значит, очень проблемная тема, да, так сказать, много вопросов задается и прочее, но факт остается фактом, что память играет очень большую роль. В любом случае. Это все-таки деятельность мозга. А вы знаете, что мозг — это большой аппарат, где, значит, орган такой, да, так сказать, где очень много нейронов, да, их миллиарды, да, так сказать, этих нейронов, между ними связи, и происходит огромное количество электрических, значит, взаимодействий. А где там находится память — это уникальная задача, которую наука пытается решить. Каким образом это создается? Это загадка, наверное. Это не загадка на самом-то деле, но она настолько уникальна и сложна, потому что если задаться видом, да, где это все записывается, это же не магнитная лента, да, Ну, нет, естественно. И вот какие-то символы, сигналы, да, так сказать, запах, звук и прочее одновременно, да, в каких-то разных точках записывается, и между ними может возникнуть связь, и эту связь мы можем отобразить обратно, и второй раз провести это, потому что по этим линиям может пройти такая же электрическая связь, она замыкается, и мы видим какую-то картинку, которая в свое время была связана с теми, там, значит, запахом, температурой и прочее, с теми вот визуальными темами, и мы это воспринимаем как память. Да? Удивительно. Да, и, соответственно, значит, человек, когда решает что-то, да, он воспринимает это в качестве вот таких аналоговых и каких-то, значит, ассоциативных рядов, да, так сказать, и это воспринимается очень интересно. Как вот мозг работает, да, это вот феномен, который как раз связан с олимпиадным движением тоже. Василий Климович, и вот в завершении нашей с вами беседы Олимпиаду Туймада в мировом рейтинге на каком месте можно разместить? Ну, это Олимпиада, которая фактически приближается к международным Олимпиадам, таким как Международная Олимпиада по математике, физике, по этим направлениям. Но она уникальна тем, что она вобрала в себе самые оригинальные вопросы, самые оригинальные задачи. Поэтому я считаю, что она очень на высоком уровне, да, так сказать, ну, которая фактически может конкурировать с задачами, да, так сказать, и олимпиадами высокого уровня. Ну, на самом-то деле, после нас уже появилась Жаутыковская Олимпиада, да, это в Казахстане. Они тоже вот пошли по нашему пути, и это тоже замечательная тема. То есть мы открыли новый путь, да, так сказать, для того, каким образом Олимпиаду можно объединить и прочее. Ну, здорово. Василий Климович, мне кажется, стало уже доброй традицией приглашать вас летом в студию телеканала «Якутия-24», ежегодно обсуждать ход Олимпиады Туймада, потому что каждый раз открывается что-то новое. Большое спасибо, что нашли для нас время и пришли сегодня к нам. Спасибо. Я напомню, это была программа «Якутия в деталях». На этом выпуск подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Из всех благодетельных развлечений всегда выбирайте интеллектуальные. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.